В эфире телеканала «Якутия-24» актуальное интервью. Сегодня в Якутск начали прибывать первые участники международных интеллектуальных игр. Сами игры стартуют 8 июля, продлятся до 15 числа и соберут самых талантливых детей из многих стран, которые будут соревноваться в различных технических направлениях за право быть победителями. Помогать и обучать детей будут тьюторы, некоторые из них тоже иностранцы. И сегодня гость нашей студии, один из тьюторов, Хуан Альберто Гевара Харамио из Мексики. Хуан, добрый день. Добрый день. Помогать сегодня нам беседовать поможет также директор Международной исследовательской школы Ксения Сергеевна Сальникова. Ксения, также вас приветствую. Итак, Хуан, для начала расскажите, пожалуйста, немного о себе. Да, меня зовут Juan из Мексики, и сейчас я работаю в Мексике как преподаватель в университет. И сейчас я в Якутии буду тьютор в нашей школе. И потом у нас будет экспедиция. Как вообще вы узнали о Якутии и вот о международных интеллектуальных играх? Я знал о Якутии и МИД, потому что в прошлом году я был здесь. И мне нравится очень сильно мамонта, и я знаю, в Якутии есть многие мамонты. И поэтому для меня очень интересно. Вот говоря про мамонтов, просто удалось ли посетить музей мамонта? Да, я знал, и я был там тоже. Ага, хорошо. Ну, собственно, какие совместные проекты сегодня есть у России и Мексики? Да, у нас будут многие проекты, и этом году у нас будет экспедиция здесь, в Якутии, и Россия, Якутия и Мексика. Sí, y bueno, aquí ya говорю по-испански. Tenemos muchas cosas en común porque vamos a tener tanto expediciones en México por parte de Rusia como expediciones de México aquí en Rusia también. У России и Мексики есть очень много общего, в частности, тема палеонтологии очень актуальна для обменных программ. Не так давно была палеонтологическая экспедиция в Мексику, где дети из Якутии и других регионов России как раз исследовали и раскапывали мамонта колумбийского, а теперь мексиканцы после МИИ приезжают в Якутию и продолжат свои исследования уже здесь. Тоже по вопросам мамонтовой фауны? Да, тоже по вопросам мамонтовой фауны. А какова ваша роль в международной исследовательской школе? Mi rol aquí en la escuela internacional, soy tutor permanente en el área de robótica. Тьютор международной исследовательской школы в области робототехники у меня проект. Y en esta ocasión vamos a hacer un proyecto de varios robots y vamos a lanzar 2 cohetes. В этом году в рамках нашего проекта мы будем запускать ракету, конструировать ее и делать для нее запускающее устройство. То есть это будет настоящая ракета? Да, конечно, ракета. Хорошо. А вот в чем вообще заключается задача тьютора? Да, это очень важно. Sí, en este caso la tarea del tutor es poder hacer que los estudiantes se superen, crean en sí mismos y puedan superar todas sus expectativas que ellos tienen y crean que pueden hacer las cosas. Ну, на самом деле задача тьютора – это не сделать что-то за участников или не учить их даже чему-то, а помочь им самим развиваться. И если вырасти, то только над самим собой. Ни с кем мы не сравниваем нашим участникам. Весь успех, который мы наблюдаем, это успех только по отношению к самому себе. Мы вдохновляем их, мы помогаем им расти и развиваться. Ну и говоря про участников, сколько вот из Мексики приехало на международные интеллектуальные игры детей? ¿Cuántos participantes? Sí, en este caso ahora participantes de México tenemos solamente 3 estudiantes con 2 profesores. Lamentablemente para nosotros ahora es un poco caro por el Mundial de Fútbol, pero bueno, México está presente aquí en Якутии. К сожалению, в этом году не так много участников, только 3, 2 руководителя делегации. Дело в том, что не так нам очень далеко лететь, это все-таки не дешево, но все-таки мы рады, что Мексика у нас присутствует на интеллектуальных играх и на международной исследовательской школе. А в каких, ну, понимаю, немного людей приехало, то есть в каком-то определенном направлении будет только в робототехнике участвовать, я так понимаю? Можно я отвечу на этот вопрос? Дело в том, что у нас участники не выбирают проекты заранее, они могут предварительно только определиться, в какую группу они пойдут, но мы хотим, чтобы их выбор был максимально самостоятельный, поэтому последний шанс у них выбрать проект будет после того, как они услышат презентацию лично от тьютора. Вот после открытия, когда тьюторы сами лично расскажут о своем проекте, они сделают свой окончательный выбор и пойдут в ту группу, которую захотят. Мне кажется, это очень интересный метод и, возможно, даже действенный, потому что, да, по велению сердца, скажем так, будут выбирать направления. А участники какой-то отбор предварительный проходили?
Мы не проводим какого-то заочного конкурса для участников, но у нас, конечно, есть определенные требования. Мы их делегируем, собственно, организациям, с которыми сотрудничаем, отбирая таким образом детей. Конечно, очень важен английский язык, ведь это рабочий язык школы, вся коммуникация только на нем. Мы ждем детей с хорошим уровнем предметных знаний, потому что часто участниками школы становятся именно победители национальных конкурсов или награждаются участием за успехи в учебе. И, конечно, коммуникабельность и мотивированность к исследовательской работе. Хуан, ну вот могли бы вы подробнее рассказать о своем проекте? То есть Ксения Сергеевна уже нам рассказала, что тьютер презентует свой проект. Дети, если им понравится, они могут к нему присоединиться, участвовать в этом направлении. То есть сейчас есть уникальная возможность при помощи телевидения презентовать на широкую публику свой проект. Вот расскажите о нем подробнее, пожалуйста. De su proyecto más en detalles. En sí, nuestro proyecto es vamos a hacer un sistema muy completo automático de robots, Мы сделаем автоматическую роботическую систему, en el cual nosotros vamos a trabajar con una tecnología que se llama BIM. Технология, которая будет там использоваться, называется BIM. Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner dos robots que van a caminar de un punto A a un punto B. И мы сделаем два робота, которые будут идти из пункта А в пункт Б. Y estos robots van a activar los lanzadores de cohetes. И они включат эти роботы, запускающие устройства. Y los cohetes van a llegar a un punto. И ракеты прилетят в определенный пункт. Y este punto va a ser un mamut. А этим пунктом будет мамонт. Это интересно, а какие-то материалы специальные будут использоваться для этого? Из чего вообще будут собираться вот эти роботы? Sí, en este caso nosotros vamos a usar lo que es programación con Arduino. А мы будем для программирования использовать Arduino. Y vamos a utilizar lo que es la electrónica analógica. И аналоговую электронику. Какое время примерно займет создание вот этого проекта? То есть они же какое-то время будут работать? Ну, конечно, тут время у нас ограничено, в этом, собственно, и особенность экспресс-проектов, что эти проекты нельзя делать там вечно, у нас время ограничено, собственно, рамками школы. Да, у нас фактически 11 дней, но есть какие-то другие мероприятия. Собственно, на проектную работу у нас полных 5-6 дней остается. Правда, у нас есть мало времени. Хуан, такой вопрос, то есть вы не единственный тьютер, как бы представленный, да, в этом замечательном событии. Знакомы ли с проектами других своих коллег, с проектами других тьютеров? Может быть, о них можете что-то рассказать? Sí, por supuesto, hay proyectos muy interesantes. Tenemos proyectos de literatura, de psicología, de química, de paleontología. У нас разные есть совершенно проекты, и гуманитарные проекты, и в области психологии, химии, и в экологии тоже. Y todos son muy interesantes. И все очень интересные. Ну вот после интеллектуальных игр, насколько я знаю, запланирована какая-то экспедиция. Вот дальнейшие планы после интеллектуальных игр какие у вас? ¿Qué planes tienes? Sí, en este caso para los planes de la expedición tenemos que hacer un recorrido por las regiones más cerca de Yakutia, en Yakutsk. Ну, у нас будет экспедиция, мы посетим несколько мест в районе Якутска сначала. Vamos a intentar rascar para descubrir un mamut, si es И posible. будем вести раскопки, чтобы найти останки мамонта. Y pues por supuesto vamos a conocer el río Lena, los pilares del río Lena. И, конечно, мы посетим и реку Лену, и Ленские столбы. Вот ранее вы сказали, что наши якутские дети принимали участие в экспедиции в Мексике на раскопках колумбийского мамонта. То есть можете поподробнее рассказать об этом опыте? То есть удалось ли детям найти то, что они искали? ¿Puedes Sí. contar más detalles sobre la expedición a México? Sí, en este caso la expedición que tuvimos en México fue muy interesante porque tuvimos chicos de Yakutia y de Rusia en general. Была очень интересная экспедиция, в ней участвовали дети из Якутии, из других регионов Y России. para nosotros es muy importante porque nosotros también tenemos mamuts en México. Нам это тоже очень важно было для мексиканцев, потому что у нас также есть мамонты в Мексике. Y nosotros trabajamos con una organización que se dedica precisamente a estudios del mamut. И мы работали с организацией, которая как раз изучает мамонтов и раскапывает их. И- Можно я немножко добавлю? Давай, Да? пожалуйста. Главная особенность была в том, что совершенно разный тип раскопок. Да? То есть если здесь мамонтов находят в мерзлоте, они заморожены, да, то там совсем другое. Там мамонты консервируются, если можно так сказать, благодаря вулканическому пеплу, который содержит кальций. Да? И, соответственно, здесь мы его раскапываем, мамонта уже в слое земли, в толще земли, и это очень тонкая работа. То есть кисточками, очень тонкими инструментами надо раскопать, чтобы совсем не повредить кости, которые очень хрупкие.
И это, конечно, было очень новым и для специалистов, палеонтологов из Якутии, и для детей. Ну, для них, наверное, был новый опыт. Конечно. Мы работы именно такой тонкой работы. Ну и говоря про визит в Якутию, да, вы сказали, что после интеллектуальных игр отправитесь там по местам вокруг города, попытаетесь, может быть, найти мамонта. Но с точки зрения туризма, я, наверное, не могу этого не спросить, планируется ли поездка на Ленские столбы, потому что все-таки Якутия, она богата природой. Да, конечно, планируется, мы это тоже упомянули. Да. Будет обязательно поездка, и в национальном парке Ленские столбы мы тоже будем проводить исследования. Ну и, вероятно, в завершении нашей беседы хотелось бы узнать, чему научатся участники суммарно, каков результат работы планируется, вот, какого результата ожидаете от Международной исследовательской школы? ¿Cuál será el mayor resultado de... Sí, el mayor resultado de la Escuela Internacional para Niños es que van a tener una superación personal muy grande y van a adquirir seguridad en ellos mismos. Обрести уверенность в себе и вырасти, как он уже сказал, над самими собой. А не планируется, может быть, ну, как бы, хотя бы у вас, да, в голове какой-то план такой, что-то подобное провести в Мексике? Ok, en este caso... ¿Tienes un plan de realizar algo parecido en México? Por supuesto, queremos hacer algo parecido en México, ¿por qué no? Y vamos a trabajar en conjunto para poder tener quizás más adelante una escuela internacional o una escuela parecida en México también. Конечно, нам бы хотелось провести что-то подобное в Мексике, и у нас такая уже хорошая команда. Мы, возможно, подумаем и разработаем такой проект реализации международной школы в Мексике. И я надеюсь, что у вас все получится в этом направлении. Если вы решите создать такой же проект, я думаю, вы также соберете множество участников из разных стран мира. Yeah. Ну и на этом наше интервью заканчивается. Хуан, спасибо вам большое. Спасибо вам. Поздравляю вас с приездом. Ксения, спасибо, что помогли нам провести эту замечательную беседу. Надеюсь, все, опять же, получится, хорошо пройдут игры эти интеллектуальные, будет реализован проект. Я еще раз напоминаю, это было актуальное интервью. Мы сегодня говорили о международных интеллектуальных играх, которые стартуют в Якутске 8 июля, продлятся до 15 числа. Дети из разных стран мира будут соревноваться за звание лучшего в технических направлениях. Оставайтесь с нами.